Дед Мороз посетил малышей из учреждения дошкольного образования Академии детства. Здесь прошел первый важный праздник в жизни каждого ребенка – утренник. В качестве сюрприза презенты в виде башни с часами, полные различных сладостей от депутата Госдумы Бекхана Барахоева. Хотим выразить огромную благодарность, что вспомнили про наших детей, уделили нам такое внимание. Мы очень благодарны. Детям, я тоже думаю, нравится. Бесланчик, тебе нравятся подарки? Да, и мы вот, видите, детям тоже нравится. Подарочные коробки загрузили, чтобы доставить до адресатов. Дети участников СВО с ограниченными возможностями здоровья, сироты, дети из многодетных и нуждающихся семей. На очереди воспитанники Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов. Дети, которые ранее здесь проходили реабилитацию, они возвращаются к нам сюда назад, и мы их радуем своими подарками. Вот, когда вот такие вот подарки приносят вот такие значимые люди, вот депутат Государственной Думы, этот Бекхан Барахоев, они благодарят Всевышнего, чтобы у него было все нормально. Чтобы каждый ребенок почувствовал себя особенным в этот Новый год. Подарить счастьем детям несложно, а их ответная реакция бесценна. На очереди региональное отделение движения первых и 21-я Назрановская школа. Мне сегодня хочется поблагодарить депутата Государственной Думы Бекхана Абдулхамидовича Барахоева за такой щедрый, красивый подарок нашим детям. Поверьте, дети как чудо ждут этот подарок, новогодние подарки. Это в его стиле все время делать такое добро. Праздник пришел и в администрацию Малгобека. Дед Мороз, Снегурочка, все как подобает. Собрали детей, чьи отцы защищают интересы Родины на передовой. Для них такой знак внимания особенно ценен. Мне подарок очень сильно нравится. Давай мы ему с тобой вместе на камеру откроем. Давай. Так, что там такое? Там сладости. Это сладость. Благотворительную акцию в преддверии Нового года Бекхан Барахоев проводит 4-й год подряд. Не забывает и про отдаленные сельские поселения. Первым делом отправились в Арштынскую школу. Дети были рады получить такие оригинальные подарки. Я хочу их поблагодарить. Все дети нашего села, которые учатся в школе, буквально все получили подарки от них. Огромное спасибо Барахоеву Бекхану за эти подарки. Это не один год он сюда привозит их. И тем, кто их привез, всем, его команде, всем дал эту бахкалцун, дал резхилцун аллогдарх, даггарди. Сунжинский лицей. Здесь к Новому году подготовились основательно. Не хватало только самого важного – подарков. Но пока презенты останутся в секрете. Их ребята получат только на предстоящем праздничном мероприятии. Кремлевские подарки передали и в Дом культуры в Чемульгах и Берт-Юрте. На очереди администрация Сунжинского района, где сладкое угощение получат уже дети сотрудников. В общей сложности охватили все 10 населенных пунктов района. Очень важно, тем более в такой вот светлый праздник, что вот это все происходит. Еще раз огромная благодарность выражаем имени всего населения Сунжинского района Бекхану Барахоеву. Без подарка на Новый год точно никто не останется. Презенты передали в Карабулакскую администрацию. Но их получают не только дети. Вниманием не обделили и учащихся Назрановского аграрного техникума, чьи отцы сейчас сражаются на передовой. На очереди же Назрановская администрация. От имени нашего депутата Государственной Думы Бекхана Барахоева для детишек города Назрани передали подарки. Мы их в течение ближайших дней будем раздавать. Намерение такое, чтобы вот эта помощь дошла до детишек из малоимущих семей, из неполных семей, естественно, из семей участников специальной военной операции. Специалисты мэрии будут заниматься этим вопросом уже завтра и послезавтра. Я думаю, в течение нескольких дней мы сможем закрыть этот вопрос. Сладкие презенты в виде Кремлевской Спасской башни получили более 400 воспитанников Горского кадетского корпуса. Для них это не просто шоколадный набор, это коробка с новогодним настроением. Принес подарки депутат Государственной Думы Бекхан Барахоев. Мы очень довольны, подарки нам очень понравились. Как сообщают в администрации, всего жители Назрановского района получили около 600 подарков. Мы хотели социально защищенной категории граждан. Как вы знаете, сегодня у нас проходит
военные мероприятия на СВО, уделяем большое внимание детям, участвующих в специальной военной операции. Туда же входят дети с отдела опеки и попечительства, которые у нас находятся под опекой, и дети с неглушенных семей. Стараемся уделить им внимание, принести радость в теплый день на Новый год. Около 200 новогодних подарков передали и в детскую республиканскую клиническую больницу. Презенты распределят на всех детей с учетом их состояния здоровья. Да, они впервые нам приносят подарки, и за что мы ему благодарны. Охватили полностью и пригородный район. Начали с села Тарское. Подарки передали в первую и вторую школы. Ученики с радостью встречают гостей. В этом году это первые боксы для них в честь наступающего 2025-го. Мы выражаем ему благодарность огромную. Спасибо вам всем. Дасар долчины биридок воздяхка цачаны охоз мхайтимор камажи садики подарка жейта йохр в школе. Дасар долчима снег. Интересно хамдыр. Спасибо, что вы к нам приехали. Мы оценим все подарки, которые вы нам привезли. Они, естественно, дойдут до кого надо. Мы им все передадим. Сделаем все как надо, поздравим их от вашего имени. И спасибо. На очереди по списку школы в селах Царо-Юрт и Дачное. Праздничные мероприятия здесь еще только должны пройти, поэтому подарки передали руководству образовательных учреждений. Хочу выразить благодарность депутату Государственной Думы Барахоеву Бекхану за столь пристальное внимание нашим обучающимся. То, что он поздравил их с Новым годом. Огромное спасибо и от лица родительского комитета, и от преподавательского состава. Особенный день и для воспитанников 89-го детского сада в селении Корца. На утренник Дед Мороз принес с собой кремлевские подарки. Мы очень благодарны депутату за то, что он вспомнил о наших детках и подарил им такие прекрасные подарки. Новогодние презенты передали в 3-ю и 4-ю черменские школы. Следующая в списке администрация сельского поселения Куртат. В этом году сладкие презенты по всей республике получат около 20 тысяч человек. На данный момент осталось передать еще 2000 новогодних угощений. Партию передали и журналистам НТРК. По поручению нашего главы Мамата Алима Шариповича Калиматова было дано поручение правительству, муниципалитетам нашим всем, в чем они нас поддержали, провели с нами эту большую благотворительную акцию, раздавали с нами эти подарки, готовили списки детей СВОшников, готовили все списки малоимущих семей. Мы с ними очень хорошо отработали в этом году. Хотелось бы поблагодарить их. Далее мы не оставили без внимания наших журналистов. Посетили НТРК города Магаз и ГТРК города Назрань. Поздравили с наступающим Новым годом. Также в этой акции мы оказали внимание силовому нашему блоку. Ни одно ведомство не осталось без нашего подарка. В преддверии праздника стало традицией исполнять желания и дарить новогодние подарки детям, которые особенно в этом нуждаются. Амина Зязикова, Хасан Евлоев, Магомед Яндиев, Магаз 24.